Здравствуйте! В эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Продолжаем обсуждать ситуацию на Украине. Сегодняшний гость нашей студии – Сахамин Афанасьев, председатель Комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Госсобрания Илтумен Республики Саха-Якутия. Сахамин Миланович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы думаете, понимает ли молодое поколение наивысшую угрозу? Этот вопрос связан с историческим наследием и исторической памятью, как я понимаю. Безусловно, в Западной Европе и в ряде европейских государств, США, те события, которые происходили в 40-х годах, это Вторая мировая Отечественная война, она, конечно, ушла с исторической памяти. В истории человечества происходит смена поколений, и в Западной Европе практически не осталось носителей истории, свидетелей, людей, которые пережили ужасы Второй мировой войны. Поэтому историческая память, она очень ценна и она очень важна. Мы должны всегда помнить, что происходило, особенно это касается молодежи. И события, которые происходят в истории, также современной истории, они связаны. Я думаю, молодое поколение понимает те события, которые происходят сейчас на Украине. Это связано с тем, что историческое наследие и историческая память в Российской Федерации, они все-таки преемственны. А какую цель несут действия НАТО и США на территории Украины? Последние годы четко отслеживается распространение экспансии НАТО на восток Украины. Это проводимые учения. В прошлом году, допустим, проводились учения на территории Украины блоком НАТО, где участвовало более 25 тысяч военнослужащих, более 1000 единиц техники, модернизация аэродромов для подскока военной авиации. Строится в Очакове военная база для контролирования на Черном море. Кроме того, идет речь о размещении систем ПРО. Когда размещается система ПРО, здесь в купе идет размещение и ударных систем с носителями «Томагав». То есть четко прослеживается тот момент, когда территорию Украины используют для распространения НАТО и подход к границам Российской Федерации. В выступлении президента Российской Федерации по угрозам именно в военно-политическом блоке это было отражено очень четко. Ведь размещение систем ПРО несет очень серьезную угрозу. Такие военные носители, как «Томагав», гиперзвуковые ударные системы, они берут превосходство в воздушном пространстве Российской Федерации до Урала. Подлетное время, как отмечают военные эксперты, «Томагавка» до Москвы, допустим, из Харькова до Москвы уже составляет 8 минут. В связи с чем возникает обеспокоенность Российской Федерации с экспансией НАТО на восток. Как бы вы прокомментировали действия России? Это специальная операция. Владимир Владимирович Путин, президент России, в своем выступлении в Совете Безопасности обозначил цели и задачи данной специальной операции. Спецоперация имеет целью провести демилитаризацию военных частей, расположенных на Украине, и вопрос денафикации. Это основные задачи. Операция проводится на основании международного права в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН. Российская Федерация имеет право на самооборону и обеспечить защиту своих соратников. Вы знаете, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика признаны, Россия признала суверенитет этих государств и в соответствии с уставом ООН имеет право оказывать военную помощь государствам. При этом ратификация договоров прошло в Государственной Думе и Совете Федерации. Сахамин Миланович, спасибо, что ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на нашем телеканале.